Маша, обязательно, когда попадаешь в Чедерлунгу, необходимо посетить памятник Михаила Чакира. Михаил Чакир является одним из представителей рода Чакиров. Они являются основателями города Чедерлунга. Это единственный пока что памятник, посвященный Михаилу Чакиру. Михаил Чакир – это очень известная личность не только в Гагаузии, но и во всей Молдове, потому что он преподавал в Кишиневе. Кстати, в Кишиневе чтят его память. Его именем была названа улица, была названа библиотека. Михаил Чакир похоронен на армянском кладбище. И ты знаешь, Маша, он был священником, и раньше священнослужители, они делали все, чтобы малоимущие дети получали грамоту, то есть обучались. И Михаил Чакир в Кишиневе за свои финансы открыл школу, где обучал детей. Кроме того, что мы знаем о его деятельности в Кишиневе, он известен в Гагаузии тем, что он перевел первый религиозную литературу на гагаузский язык. На самом деле для гагаузской культуры, для гагаузского вероисповедания это огромный шаг. Благодаря его работам в наших церквях читались литургии, молитвы на гагаузском языке. Кстати, его именем и был назван первый гагаузский драматургический театр, который как раз находится за памятником при Доме культуры. Я думаю, что мы попробуем с тобой сегодня туда зайти, и надеюсь, что мы попадем хотя бы на репетицию и познакомимся там с актерами, с директором. И я думаю, что у тебя возникнет очень много вопросов, связанных как раз с этим видом деятельности. Думаю, что нам удастся побывать и внутри именно актерской жизни и узнать. Я думаю, если нам повезет, то мы это сегодня увидим. И думаю, что давай проверим, рискнем, давай. Испытаем свою удачу. На все эксперименты. Пошли. Расскажите, а сколько лет вашему театру? Нашему театру в этом году, в декабре месяце, будет 25 лет. Это юбилей. А это получается с какого года он? С 1997 года. А вы с самого его начала? Да, но я могу сказать, что не только с самого начала 1997 года. В 1991 году, если взять историю Гагаузского театра, то в 1991 году я создал первый в истории гагаузской культуры гагаузский самодеятельный театр под названием «Умут» – «Надежда». Вот с 1991 года по 1997 год работал «Умут», и с 1997 года, вот, когда уже был открыт театр официально, то есть уже был статус, бюджет театра. И вот с 1997 года, в принципе, и первый, единственный в мире гагаузский национальный театр начал существовать. Получается, вы с самого его истоков? Да. Можно считать вас как основателем гагаузского театра? Наверное, можно. А в чем была необходимость? Вы сами до этого занимались актерской деятельностью. Почему решили, что в Гагаузии нужен театр? Значит, давайте я начну со слов Диониса Николаевича Танасоглу. Я поступил в театральный институт искусств, театральный факультет, и педагогом моим был Дионис Николаевич Танасоглу. Так вот, он с первых лекций уже говорил вот эти слова. Народ без театра – это мертвый народ. На гагаузском языке «театрусус халк, ою любер халк». Вот его слова. И, понимаете, вот именно из этих слов я вот решил вот этот вид искусства, вот этот жанр, чтобы у нас, не только я этого хотел, но сам Дионис Николаевич Танасоглу хотел, чтобы гагаузский народ имел свой театр. А каково быть актером? Каково быть актером? Актер всегда
интересно в чем? В том, что ты проживаешь на сцене в разных спектаклях разную жизнь. Всегда мой учитель Дионис Танасолог говорил, что вот Михаил Константинов, да, выходишь на сцену, ты уже умираешь как Михаил, рождаешься данный герой. И только когда уже после поклона ты уже умираешь как герой в спектакле и опять рождаешься Михаил. Вот в этом есть изюминка, что ли, в этой профессии. Neredeyse uzakta, yüksek bayırların dibinde, insan dünyasından ayrı kesilmiş bir bayır alçaklığı yatıyor. Orada göllerin dünyası. Çok yıl geri bu alçaklık açıktı dünyaya. Orayı geçtiler insanlar, angları kaçtılar bir devlet padişahının fena zulmuyundan. Geçip gitsi bayırların arasından da çıkıp düz çayırlarına. Sonra orada oluyordu çirkin bayır patlaması, oluyordu bayır yıkıntılığı. Bir büyük bayır aktarılıp hep denine dübüdüz kapadıydı körlerin memleketine yolu. Bu küçük insan topluluğu hep büyüdükçe büyüerdi. Evlat boyları değiştirerdiler birbirine. Ama insanlarda vardı bir çirkin dert. Hangisi için hiç şüphelenmezlerdi. Onlar görmezler güneşi, görmezler ayı, ne otları, ne ağaçları, ne de gökkuşağın renklerini. Onlar kördüler. Что сейчас происходит у вас на сцене? У нас идет прогон нашего нового премьерного спектакля «Страна слепых», потому что, слава богу, снимаются некие коронавирусные ограничения, и снова театр начнет работать в полном объеме. Также впереди у нас выезд на театральный фестиваль в Республику Турция.
И мы планируем в ближайшее время заснять телеверсию для театральной комиссии, для комиссии фестиваля. Это пьеса российского драматурга Николая Коляды. Он инсценировал рассказ Герберта Уэллса «Страна слепых». Если брать в таких возвышенных материях, это история об одиночестве человека. Даже вот одной фразой можно вывести сверхзадачу спектакля. И основную идею — это нет ничего страшнее, чем слепота зрячих и глухота слышащих. Человек из нашего мира попадает в отдаленную долину, где очень давно живет некая народность, предки, которые давно ушли от цивилизации, они забыли о том, что есть цивилизация. В результате катаклизма они ослепли, и они считают, что так и должно быть. Таков должен быть и порядок вещей. Ну, само собой, тема любви присутствует. И в итоге герой смиряется со своей участью, тоже остается жить в этом племени. Вот. Но это так, это есть так поверхностно. На самом-то деле более глубокий философский смысл присутствует как в пьесе, так и в спектакле. Это выходит у вас закулисье, рабочее место, да? Да, мы сейчас пройдем плавно в нашу костюмерную. Я вам покажу пару костюмов. А примерить можно будет что-то? Да, конечно. Это наша костюмерная. И хочу вам показать наши парики, которые имеются в театре. Они у нас появились с 2001 года. Эти парики появились. Они из одного спектакля переходили в другой спектакль. Как бы вот сейчас этот парик, 18-19 век, получается, он из «Смешных жеманниц», из спектакля, который поставил великолепный режиссер Дмитрий Ахмадиев с Приднестровского театра. Вот, мы сотрудничаем, и хотел бы продемонстрировать, что это такое и как его носить. Это Виконт де Жодле из спектакля «Смешные жеманницы». Вот как вы можете и вы примерить, допустим, вот такой вот парик. Так. Это из той же пьесы? Получается? Это не из той же пьесы, это из пьесы «Жорж Данден» или «Одураченный муж» по Мольеру. Давайте мы примерим. Вот такая светская дама 18 века. Вот как-то вот давайте рядом встанем, и пусть наш зритель посмотрит, соответствуем мы или не соответствуем. У меня даже борода уже соответствует. Только подкрасить надо. Да, да. У нас здесь очень много костюмов и очень мало места. Мы уже не помещаемся здесь в нашей костюмерке на протяжении 25 лет. Все-таки спектакли ставятся, в год как минимум 2 спектакля ставятся, как взрослые, для взрослого зрителя, так и детские спектакли. Поэтому у нас порядок где-то 30 или 40 с чем-то спектаклей за 25 лет. Многие, которые играются до сих пор, а многие уже просто списаны. Вот это вот из «Смешных жеманниц», вот эти 2 платья. Шьются они у нас здесь в Чедерлунге. То есть у нас есть художник-модельер по костюмам. Он делает эскизы, и, соответственно, портниха нам шьет их. Вот. Это у нас тоже получается с жеманец. Интересные такие. А какой образ из этих примеряли вы сами? Не раз. Вот, Так. и запоминающийся. Да, сейчас, секунду. Вот здесь вот так вот сделаем. Можете пройти и посмотреть. У нас очень много костюмов. Так, мой костюм. Вот, Жодле. Интересный костюм. Это мой костюм, но я иногда меняемся мы, и поэтому играю иногда и Жодле, иногда просто там есть слуги. Вот.
Поэтому костюмы разные, но довольно-таки практичные. Но у нас вот здесь уже мало места, есть костюмы, которые списаны, и они уже как бы просто занимают место у нас здесь. Вот. Здесь у нас обувная. Вот такие вот. Я их называю черевички. Это турецкая обувь, чистая кожа. Мы как-то играли спектакль по пьесе Тонджера Джудженоглу, турецкого писателя. Назывался спектакль «Маляр». Ставил наш режиссер, ныне покойный он, Валерий Селович Магутенко. Вот. И вот как-то я обувал вот такие вот черевички. Естественно, у меня была еще турецкая типа рясы с закрытыми этими. Ну, танца, естественно, не было восточного, но что было, то было. Все, что касается этих наград, очень много фестивалей мы объездили Турцию. Не всю, но на одном из фестивалей, который мы, дай бог, может быть, в этом году мы поедем уже 8-й раз. Это фестиваль называется «Бин нефес, бир сесть», то есть 1000 дыханий в один голос. Вот мы на этом фестивале были одним из дыханием. Вот, вот такие вот статуэтки нам всегда дарит Кония. Вот все, что связано с Конией, это вот Мевлана, это танцующие дервиши. У нас Михаил Дмитриевич Константинов, директор театра, в этом году был награжден премией театральной из тюркских народов за пропаганду национальной культуры и театра в своем регионе. Также театр участвует в национальных фестивалях. Это Унитем, Гала Премия Лор называется. Не единожды наш театр занимал призовые места. Вот такая вот статуэтка. Премия такая дается или актеру, или другому работнику, который работает в театре. Это или по сценографии, или по озвучиванию фильмов, или по разработке костюмов. Также наш театр посещает и российский фестиваль, который находится в городе Уфа, Башкортостан, и Татарстан, город Казань. Спасибо, Михаил, что показали, какая она актерская жизнь изнутри. А то все мы видим только на сцене, а как это все создается, как происходит. Было интересно общаться с вами. Спасибо вам, что посетили наш театр. Для туриста я хочу сказать, что у театра есть свой сайт, сайт www.gagausteatr.md. Также мы есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме, также gagausteatr.md. Поэтому для нашего нового туриста, который приехал в Чедерлунгу, обязательно советуем посетить наш театр. Поэтому наш театр всегда всех ждет, поэтому респект.